В октагон выходят Алим Сулейманов по прозвищу Халк из Алма-Аты, команда «Намыс», и Мыктыбек Акаю Мамасалиев. Рост 180 сантиметров. Чемпион Казахстана по джиу-джитсу. Чемпион Алматы по грэпплингу. Чемпион Алматы по рукопашному бою. И призер чемпионата Казахстана по рукопашному бою. Рекорд ММА. 1 победа, 1 поражение, 0 ничей. Представляет команду «Намыс» Алим Халк Сулейманов. Алим Халк Сулейманов против Мыктыбека Мамасалиева. Рост 185 сантиметров. Является мастером. Ну, на ваших экранах статистические выкладки, антропометрия. По боксу. Чемпионом Кыргызстана по боям без правил и победителем международного турнира Алаш Прайд МС Бахадур. Победитель международного турнира по ММА Алаш Прайд Селекшн. Имеет рекорд ММА 2 победы, 1 поражение, 0 ничей. Мыктыбек Акаю Мамасалиев! Бойцы в середине! Ребята, внимательно слушаем мою команду. После команды «Стоп» не работаем. Затылок, позвоночный столб не бьем. Сетку, шорты не хватает. Все ясно? Пожалуй, руки. Удачи, по углам. Ярко выраженная борцовская база у Алима Сулейманова, джиу-джитсу, грэпплинг и прозвище Халк, что наводит на определенные аналогии с другим Халком. Это российский боец Али Багов. Правда, конечно, дивизионы весовые несколько разные, да, и послужной список у Али Багова в смешанных единоборствах, ну, это, мягко говоря, куда более впечатляющий. Итак, первый раунд. Сразу идет вперед с тяжелым лоу-киком. Алим Сулейманов отдает шею и пытается подхватывать. И проводит тейкдаун Алим Сулейманов. Какие плотные тяжелые удары у алматинского бойца. Впрочем, и Мыктыбек Мамасалиев представляет Алма-Ату. Так что здесь будет правильнее говорить про Алима Сулейманова как про бойца команды «Намыс». Очень в непростой ситуации оказался сейчас Мыктыбек Мамасалиев. Еще один увесистый удар сверху в исполнении Алима Сулейманова мы наблюдаем. И сейчас, судя по всему, залезет в маунт Алим Сулейманов. И практически не контратакует Мыктыбек Мамасалиев. Не пытается сделать свип. Но, с другой стороны, удается все-таки спихнуть за счет работы ног своего оппонента на непродолжительное время. Мыктыбеку Мамасалиеву снова сверху Алим Сулейманов. Ну вот, наконец-то удалось Мамасалиеву огрызнуться. Но счастье было недолгим. Снова начинает наращивать свое преимущество Алим Сулейманов. По прозвищу Халк, можно сказать, пытается рвать и метать. Забрался в маунт. Сыпет увесистыми молотками сверху. Алим Сулейманов. Да. Говорят Алиму, не надо уходить из маунта. Но уже успел уйти из маунта. И сейчас снова попытка тейкдауна была от
Алима Сулейманова. Но отзащищался Мамасалиев. Захватание сетки. Да, и получил замечание. Желтая карточка. Вы поняли меня? Еще чуть-чуть и получит желтую карточку, если будет действовать так же Мыктыбек Мамасалиев. А желтая карточка вполне может оказаться решающим при определенных раскладах. Буквально вот... Ох ты! Вот это выход! Вот это контратака! Потрясающе! Что сейчас показал? Как же все-таки разозлился Мыктыбек Мамасалиев. Казалось бы, ничто его уже не спасет, по крайней мере, в первом раунде. И вот изловчился и провел хорошую серию, хорошую ударную комбинацию. Мыктыбек Мамасалиев по прозвищу Акаю. Да, рано расслабился Алим Сулейманов и поплатился. Это нокаут, друзья. Так вот, говорил я о желтой карточке, о том, какую роль может оказать желтая карточка. Я думаю, многие из вас видели финал, точнее, бой за пояс временного чемпиона на нашем канале Лиги ECB. И вот тогда при равном исходе в бою между Петром Яном и Магомедом Магомедовым, абсолютно равном поединке, судьи вынесли вердикт в пользу Магомеда Магомедова, так как у Петра Яна была желтая карточка. Вот так вот, друзья. Но Мыктыбеку Мамасалиеву никакой желтой карточки не показали в итоге. И как результат мы видим блистательную победу нокаутом. В этом бою, во втором раунде, прошу прощения, в первом раунде на времени 2 минуты 52 секунды нокаутом одержал победу Мыктыбек Акаю Мамасалиев! Это уже третья победа Мыктыбека Мамасалиева при одном поражении. Казалось бы, проигрывал в одну калитку этот бой Мыктыбек Мамасалиев, но вытерпел, выдержал. И вот сейчас мы увидим повтор того самого нокаутирующего удара. Ну, в каком-то смысле даже лаки панч мы с вами, друзья, наблюдали. Счастливый удар, который решил исход поединка.